До 22 ноября школы Башкортостана работают в особом режиме. Ученики с 1 по 5 класса, а также 11-классники обучаются очно, в то время как с 6 по 10 классы в дистанционном формате. Сказывается ли это на качестве образования? Какова эпидобстановка в школах? Обсудим это прямо сейчас в программе «Интервью» в эфире главного телеканала Республики. Сегодня вместе с нами Жанна Миникеева, начальник отдела государственной политики в сфере общего образования Министерства образования и науки Башкортостана. Жанна Вильевна, здравствуйте. Добрый день. Давайте начнем с того, что обсудим, какова эпидобстановка в школах сегодня, есть ли закрытые из-за коронавирусных больных. На сегодня у нас ни одной полностью закрытой школы по карантину нет, ни одной. И если говорить о классах, то всего из общего количества всех классов, которые работают в Республике Башкортостан, закрыто на карантин всего 18 классов. И 2 класса закрыты на карантин по ОРВИ и гриппу. Число детей, которые находятся сейчас на карантине, превышает чуть-чуть 500 детей. Есть мнение, что на карантин закрывают классы только для того, чтобы подстраховаться, потому что чаще всего из-за неготовых результатов, есть коронавирус у ребенка или у членов его семьи или нету, отправляют ребенка в школу. Так ли это? Это распространенная вообще картина? Ну, не совсем так. Дело в том, что закрыть класс на карантин могут лишь только в том случае, если есть постановление Роспотребнадзора. Если такое постановление выдано, то школа обязана вывести класс на карантин. Антиковидные инспекторы в школах. Как вы оцениваете этот институт? Это очень хорошая и полезная практика. Если вы помните, мы учебный год начали с медицинских инспекторов, а теперь получается, что именно тогда и не хватало нам так называемых антиковидных инспекторов. Практика у студентов закончилась, они вернулись в свои стены институтские, а на их смену пришли антиковидные инспектора. Сейчас их работает более 2000 по всем школам республики, и их задача как раз и организовать входной фильтр, измерить температуру, записать и провести все действия, если выявляется ребенок или педагог с признаками заболевания. Давайте обсудим качество образования, вот дистанционный формат. По каким критериям вы оцениваете, как все идет? Смотрите, на сегодняшний день у нас общая такая тенденция по указу главы: дети с 6 по 10 класс должны учиться в дистанционном формате. На самом деле у нас есть еще одна категория школ, где ребята, несмотря на это, все равно продолжают обучение в очном формате. Это малокомплектные школы, где количество детей невелико, и там можно организовать процесс в строгом соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами. И школы, которые имеют низкие технические возможности для организации дистанционного обучения. Это действительно школы, где низкая скорость интернета, или те населенные пункты, где интернет также работает с низкой скоростью или вообще отсутствует. Вот в таких школах, а они тоже, как правило, малокомплектные, маленькие по наполняемости, обучение ведется в очном режиме. И говорить о дистанционном обучении с 6 по 10 класс приходится в основном относительно школ, полно наполненных, с большим контингентом учащихся. Ну, это в городах, скорее всего. Чаще всего это города, райцентры, крупные населенные пункты. Сейчас у нас есть такой единый хедлайн, скажем так, проводить дистанционное обучение, избегая бумажных кейсов. В основном это онлайн-уроки и электронные кейсы. То есть так или иначе ребенок работает с помощью компьютерного оборудования или какого-либо другого гаджета и получает знания свои либо в прямом контакте с учителем во время урока онлайн, либо отложенный контакт с учителем, то есть изучить электронный кейс, а потом пообщаться с учителем, ну, допустим, на консультации или на следующем онлайн-уроке. А вообще отличается ли формат весной, когда учились в дистанционном формате, да, и сейчас? Да, если говорим мы о качестве, то и качество этих уроков, в том числе электронных кейсов, изменилось в лучшую сторону. Во-первых, все-таки весенняя история, весенняя четверть дистанционная в массовом таком режиме, она была большим уроком для всех. И для учителей, которые мобилизовались, получили все необходимые знания, компетенции для проведения дистанционных уроков, и для учеников и родителей, которые получили большую нагрузку в тот период, но сейчас уже знают, как работать в системе видеоконференц-связи, как работать на той или иной электронной платформе. И большой плюс в том, что в основном школы
применив опыт электронных платформ весной, продолжают этот опыт сейчас, не привнося ничего кардинально нового, для того, чтобы там приходилось в семье перестраиваться и изучать что-то новое. Я имею в виду, как работает эта электронная платформа, почему мы берем новую электронную платформу. То есть сейчас идет все более ровно, более организованно. Ну, то есть руку набили, можно сказать. Руку, можно сказать, да, набили. Ну, и я хочу сказать, что и учителя сейчас, есть категория учителей, которые с удовольствием и со вкусом работают в онлайн-режиме и умело комплектуют электронные кейсы и очень оперативно отрабатывают все вопросы и с родителями, и с учениками. Ну, есть такая проблема, что не все семьи могут себе позволить планшет, компьютер, ноутбук или какой-то гаджет, который позволит ребенку получать дистанционное образование. Да? Также мы знаем, что глава Башкортостана Рази Хабиров давал поручение обеспечить малообеспеченные семьи. Вот как здесь работа проводится? Смотрите, готовясь к такому переходу, вот к этому двухнедельному переходу на дистанционный формат отдельных классов, было дано задание всем школам принять меры по обеспечению и учителей техникой, и детей, у кого нет такой необходимой компьютерной техники, из тех ресурсов, которыми обладает школа. Вы знаете, что в формате национальных проектов образования у нас многие школы за 2019 год и уже в 2020 году были оснащены и в рамках проекта «Цифровая образовательная среда», и проекта «Современная школа». На сегодняшний день около 6 тысяч единиц компьютерной техники переданы детям и учителям. И вот сегодня по инициативе «Единая Россия», эту инициативу «Единая Россия» развернула еще весной, так вот сегодня в продолжении этой инициативы «Единой России» 200 единиц техники будут переданы девятиклассникам из многодетных малообеспеченных семей. И я напомню, что весной «Единая Россия» передала 823 единицы компьютерной техники. Речь тогда шла о выпускниках 11 классов. А 6 тысяч – это какой процент от общего числа? Ну, здесь нужно смотреть от общего процента нуждающихся, то есть количество нуждающихся, оно еще остается, но оно раза в 4-5 меньше того, что роздано на сегодняшний день. Поэтому точную цифру я вам не скажу. Но вот тот вклад, который делает школа в обеспечении детей и учителей компьютерной техникой на вот этот период времени, он значительный. Ну, это очень внушительная цифра, даже сама по себе 6 тысяч. Как вы считаете, коронавирус, вот как изменит жизнь школ и все системы образования, что с нами пойдет дальше? С нами пойдет дальше цифровизация, широкие возможности дистанционного образования. Рядом пойдут с нами новые компетенции учителя и ученика, который будет не просто выходить в интернет для чего-либо, а ученик, который уже с весны понимает, и сейчас это все применяется, для чего нужен интернет, какие цели можно достичь, используя правильно интернет, и как правильно добывать знания. Ну и охрана здоровья. Да, охрана здоровья – это тоже такой актуальный вопрос, и его часто поднимают родители, обеспокоенные введением дистанционного формата обучения. Здесь я хочу сказать, что в любом случае те расписания, которые формирует школа, учитывая и онлайн-уроки, и работу по электронным кейсам, они должны быть соответствующими санитарным требованиям и нормам. Мы говорим о том, что есть нормативы, которые разрешают определенное количество времени детям проводить непрерывно перед компьютером. Вот смотрите, урок длится 30 минут по нашим рекомендациям. И, допустим, для ученика 8 класса непрерывно находиться перед компьютером можно только 25 минут. А малышу начальной школы 10 минут. То есть виртуозность учителя как раз она и в том, чтобы вот используя такое маленькое количество времени непрерывного нахождения перед компьютером, построить 30-минутный урок таким образом, чтобы ребенок успел и выполнить задание за компьютером, и что-то записать в своей тетрадке, и что-то выполнить с помощью обычного бумажного учебника. Ну и перерывы между уроками, они должны быть не менее чем 15 минут. Ну, я думаю, наши телезрители запомнят все эти нормативы. Еще один большой блок – это дополнительное образование, кружки,
секции всевозможные, они тоже работают в дистанционном формате, да? Да, абсолютно верно. Как оцениваете, как это все проходит? Объемы сохранились? Объемы сохранились, потому что ведь и расписание, они тоже уже сформированы на начало года, и педагоги, которые ведут эти кружки, секции, объединения, они ведь тоже получают зарплату за определенное количество затрачиваемого времени на эти занятия. Поэтому и расписание, и режим, все сохранилось, формат остается дистанционным, но я хочу напомнить, что пока этот режим сохраняется на двухнедельный период с 9 по 22 ноября. Ну, вообще, если честно, мы снимали сюжеты, было очень интересно смотреть, что с помощью монитора преподают хореографию, шахматы. Вот это тоже требует дополнительных качеств у преподавателей, да? Они проходили какую-то подготовку? Да. Да. Либо каждый индивидуально сам? Основная стартовая подготовка прошла весной. Все остальное – это наращивание, усовершенствование собственных имеющихся компетенций и заинтересованность педагога в результативности своего ученика. Жанна Вильевна, вот мы понимаем, что в особом режиме сейчас до особого распоряжения главы Башкортостана будут работать до 22 ноября. Насколько вероятно, что такой формат сохранится? От чего это зависит? Только ли от эпидобстановки? И от эпидобстановки в том числе. Наверное, в первую очередь от эпидемиологической обстановки. Все остальное организовать можно. И, конечно же, жизнь она идет, болеют и дети, и взрослые, и так или иначе по разным причинам, не только по ковиду. Выходят из обоймы, так скажем, и учителя, которые уходят и на больничный, по каким-то другим причинам. Но все это можно организовать в отдельно взятой школе. Поэтому мы надеемся, что качество обучения не упадет. У нас очень много заинтересованных учителей, которые дают качественные уроки в любых форматах и любых режимах. Поэтому мы надеемся, что даже если что-то продолжится после 23 ноября, это все равно не нанесет большого урона качеству образования, которое получают наши дети. Главное оставаться оптимистами. Да. Спасибо, Жанна Вильевна. Я напомню, что гостем программы «Интервью» в эфире главного телеканала Республики сегодня была Жанна Миникеева, начальник отдела государственной политики в сфере общего образования Министерства образования и науки Республики Башкортостан. И мы обсуждали, как проходит обучение в школах и гимназиях в период коронавируса. Не переключайтесь, оставайтесь на БСТ.